Если вопроса будет, я готов ответить. Так, обращающаяся сторона, вот, пожалуйста, есть вопрос представителю Генеральной прокуратуры? Да, уважаемые коллеги, уважаемые судьи, да, и участники процесса. Генеральная прокуратура внесла первый раз позицию, потом повторно внесла дополнение по позиции. Вот там некоторые вопросы отражены. Вы полностью вот поддерживаете внесенное дополнение, да, где вот указаны какие-то новые моменты. Я могу отвечать? Да, просто там очень важный момент. Я вам разъяснил, да, вот именно мы просим учесть обе письма, и как и последнюю, то, что я суду разъяснил, то, что имеется у вас, да, затруднение правоприменительной практики и выход из ситуации, да, в этом случае. Да, он сказал, что нужно искать выход из этой ситуации. То есть в СМИ так и отражено. Именно в правовом смысле. Тогда скажите, пожалуйста, если бы не отменили вот эту 3.1 часть, которая обеспечивала, не были бы тогда нарушены права потерпевших и равноправие сторон, если бы этим законом не отменили часть 3.1? Извините, я не имея таких аналитических материалов или каких-то научных этих, затрудняюсь ответить на этот вопрос, как бы она повлияла бы, и по компетенции прокуратуры как-то отдавать оценку происходящему было бы некомпетентным, да? Просто если мое личное мнение, я вам могу там в другом месте. Ну и последний короткий вопрос. При прекращении постановления, да, и то есть там без признания вины обвиняемым и без установления материального ущерба, как вы считаете, сможет ли потерпевшая сторона в гражданском порядке взыскать материальный ущерб? Или все-таки это тоже проблематично? Да, я понял ваш вопрос, я могу отвечать, да? Не знаю, в прошлый раз тоже заседание было, и Верховным судом дано разъяснение тоже обратившейся стороне, что один судебный акт, вынесенный для рассмотрения другого, да, там, в уголовном порядке или в гражданском порядке дела, она какой-то обязательный характер не носит, понимаете? Да, это может использоваться как доказательство, как юридический факт, да, то, что, который даже не требует доказывания. Но именно в вашем случае закон не ограничивает вас в исследовании вины виновной стороны, да, вот в гражданском порядке, если это получается ответчик, исследовать именно в гражданском судопроизводстве его виновность. Просто вопрос возникает именно, что вы не смогли этим постановлением доказать его виновность, но другие методы существуют, чтобы доказать. И это не ограничивало вас в гражданском порядке. Ну и маленький такой вопрос. То есть если я в течение 9 лет, да, я вот всем задаю, 9 лет не могу взыскать в уголовном судопроизводстве и в гражданском порядке с этим постановлением, я иду без доказательной базы, мне же там тоже, получается, понадобится тоже 9, 10, 15, 20 лет тогда для того, чтобы доказать. А в гражданском порядке это сложнее. То есть, получается, без доказательной базы потерпевшие опять затратят очень много лет. Ну, не знаю, именно конкретно по вашему случаю. Много факторов было, наверное, из-за того, что затянулось, да, рассмотрение ваших дел. Но именно то, что вот эти пробелы законодательства были единственным причиной затягивания, я не думаю, там многие факторы, может быть, безответственное отношение некоторых лиц, либо неправильное разъяснение вам норм законодательства. Много факторов может быть. Просто из имеющихся материалов я не могу вам сказать именно, как это произошло. Да? Затрудняюсь ответить, если честно. Все, спасибо. Да. У вас есть вопрос еще?
Вопрос. Да. Вот скажите, пожалуйста, Генеральная прокуратура, то есть она в судебном заседании поддержит гособвинение. И вот эта отмена как бы части 3.1 статьи 26 как бы ослабила позицию прокуратуры вот именно в суде, когда она защищает как бы и интересы потерпевшего. Является ли это как бы то, что позиция ослабля? Опять же, какие-то комментарии, свое мнение затрудняюсь говорить. Но мы правоприменительный орган. Какие законы выпускаются, мы в таком виде и применяем эти законы. То есть нам не дается компетенции права как-то их комментировать или как-то это делать. Закон есть, мы его применяем в таком виде, каком есть. Да, если затруднения есть, вопросы решаем законотворческими органами или другими представителями власти. Нет вопросов. Спасибо. Самат Хаштубекович. У меня вопросов нет. Эмиль Юлович, Уважаемый. можно один? Вы знаете, да, в последнее время основное обращение, основная проблема это уголовного процессуального кодекса. Поэтому мы до этого тоже отметили. Я сейчас хочу отметить, Генеральная прокуратура должна рассматривать все обращения, потому что я не знаю, там 5-6 обращений противоречит. Да, Есть, да? Хорошо. ваш вопрос принят, мы учтем при деятельности работе. Давайте. Я, может быть, уточню вопрос, да, обращающей стороны. Вот в рамках, опять-таки, поддержания гособвинения, второй момент, в рамках надзора прокурорского, да, вы проверяете в рамках досудебного производства, прям в полномочиях следователя четко написано, что он должен принимать меры в отношении, скажем, да, возмещения материального, морального вреда. Все эти вещи прям четко предусматриваются, когда вы проверяете, и вот оно передается в суд. Да, конечно, Отмечается, все прям определяется. Ну, законом все отмечено, вся процедура вот этого судопроизводства, да, то есть закон обязывает участие сторон во всех вот этих стадиях с момента окончания расследования до передачи дела прокурору и в последующем направлении дела в суд. Там закон обязывает ознакомление с материалами дела. Нет, это понятно, Ну, да. а В данном да. случае, да, я хочу спросить. До 2019 года раньше не было этой нормы, что необходимо при прекращении Да, да, уголовного да. дела обязательно там Да. возместить материальный ущерб. Вот до вот этого появления нормы прокуратура или до органы досудебного производства, вот этот процесс весь проделывали должным образом? Если закон не требовал, мы и не требовали, и да? не требовали, Понятно, да, всё да. понятно. Просто требовать помимо закона со сторон это, знаете, такие тонкие вещи. Это две стороны по каждому делу, да, и могут так разные возникнуть эти с другой стороны. То есть в понимании, получается, прокуратуры, если не было четкого запрета Да. на прекращение уголовного дела без выплаты материального ущерба, то есть прокуратура это и не считала обязательным. Да, Понятно. да. Задавайте. Вот в первом ответе прокуратуры, Генеральной прокуратуры на вот это вот обращение, вы все-таки такую интересную мысль написали, что необходимо придать постановлению о прекращению производства дела в связи с течением срока давности такой статус преюдиции, да? Вы до сих пор придерживаетесь такой мысли? Да, То есть это ваша позиция, да? А каким образом вы полагаете, если там нет доказательств? Все? Есть вопрос? Присаживайтесь.